Первая причина. Это ты. Вторая — все твои мечты. Первая причина, если хотите зарабатывать хорошие деньги, да, идите на эколога. Если хотите быть востребованным в будущем, идите на эколога. В ближайшие 100-200 лет профессия эколога будет актуальной как минимум. Третье. Если хотите путешествовать по стране, по миру, идите на эколога. Если хотите, чтобы вы изменили мир или свой микрорайон, не знаю, город и так далее, к лучшему, то идите на эколога. А если хотите оставить след после себя, в истории остаться, идите на эколога. Всем привет! Это очередной выпуск из цикла «Такой вопрос» от подкаста Академии «Три медведя». Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня. Но говорить об экологии сегодня важно не просто по каким-то датам. Важно говорить каждый день. Даже не просто говорить, а точнее уже бить в набат. Но с кем говорить об экологии? Вот в чем главный вопрос. Поэтому сегодня нам хотелось поговорить о такой профессии, как эколог. И у нас в гостях Икрамджон Маматов, руководитель общественной организации «Молодежная группа по защите окружающей среды» из города Худжанд. Здравствуйте, Икрам. Приветствую. В мое время, когда молодые люди выбирали, кем стать, выбор был простой. Юрист, медик, либо экономист. Такие профессии, как геолог, эколог, нефтяник даже в СУе не упоминались. Давайте сегодня расскажем молодым людям, которые нас будут слушать, и их родителям, почему за экологами наше будущее, и где можно получить хорошее образование. И чем же занимаются экологи? Эколог, наверное, это одни из самых распространенных профессий, которые будет ожидать нас в ближайшие 100 лет. Потому что без экологии те профессии, которые вы отметили, юрист, банкир, экономист, да, этого не будет. Сейчас модно теперь говорить, что юрист – эколог, экономист – эколог и так далее. Потому что экологическая составляющая сейчас является одним из важных требований во всех сферах развития. Если говорить обобщенно, конечно, простым языком ответить, эколог кто? Эколог тот человек, который следит за тем, чтобы деятельность человека, деятельность бизнеса, деятельность сельского хозяйства не навредила окружающей среде. Но исходя из этого мы понимаем, что вопросы экологии, они охватывают весь спектр экономического сектора. Как мы знаем, экономический сектор разделяется на 4 направления. Да? Первичный, вторичный, третичный. И сейчас модно пошло 4 направление сектор, куда входит наука, образование, IT, программирование и так далее. Я думаю, я не совру, если мы сейчас выйдем на улицу и просто скажем любому человеку, что ты думаешь по экологии, он скажет, что у нас в Таджикистане экология хамазур. Да, вы абсолютно правы. Здесь понимание экологии, в принципе, заканчивается мусором на улице у большинства людей. Вот когда говорите, как с экологией, возможно, некоторые вам скажут, нет, плохо. А говорю, а почему? Ну вот везде мусор. А почему? Ну потому что вот пыльные бури. И все. Вопросы городостроительства, урбанизации, озеленения, вопросы энергоэффективности и так далее, даже в помине не упоминает об этом. Поэтому думаю, что для Таджикистана, для нашего общества уже пришло время. Пришло время, как вы сказали в начале, бить тревогу, говорить и максимально систематично пересмотреть тот подход, который у нас длится более 30 лет. И важно отметить, что уже есть определенные результаты. К примеру, послевчера ООН объявил, что 2025 год будет отмечаться Всемирный день ледников. Это была инициатива Таджикистана, и уже мы видим, что международные организации поддерживают наши инициативы. Соответственно, мы на том уровне должны продолжить. В Таджикистане много экологов на сегодняшний день? Возможно, это будет мое субъективное мнение, но работая в этой сфере более 20 лет, могу сказать, что мы только покрываем треть максимум потребностей нашего рынка, так скажем.
в экологических специалистах. А почему так? У нас есть одна программа, называется «Зеленые патрули». Это программа школьная, данная программа была еще запущена в 2003 году, и вот уже 20 лет эту программу ведем, даже в 2013 году на уровне Министерства образования данная программа была принята как дополнительное экологическое образование, и определенное время как бы пошло затишье, и буквально в 2018 году мы возобновили данную работу, и было для меня сюрпризом, когда мы работали со школьниками, а их более там 2000, да, которые мы охватываем. И когда мы задаем вопрос, а вы какими специалистами вы хотите быть? Естественно, большинство говорят юристами, банкирами, либо в Россию уеду и так далее. Я говорю, а вот вы же зеленые патрули, почему экологию не идете? Говорит, ну что, говорит, я экологом стану, говорит, пойду в кабинете, буду сидеть, да, небольшую зарплату получать и так далее. То есть понимания востребованности во всех сферах пока у молодежи нету. И наша задача, задача нашего общества вот это восприятие поменять. И думаю, что проблема в том, что реально люди, молодежь не видит полную картину. Потому что если мы говорим по вопросам изменения климата, загрязнения водных ресурсов, либо, скажем, ЧС, который с каждым годом увеличивается и так далее, да, никто не смотрит в корень. А причина в чем? Что происходит так, что ежегодно в Душанбе или в Харженте сейчас пыльные бури постоянно возникают? Если там раньше они длились там 1-2 дня, сейчас неделями это все стоит. В чем причина? Почему наши люди, население начали больше болеть? В чем причина? Это не из-за того, что у нас иммунитет слабый. Это из-за того, что окружающая среда такая. Потому что она влияет на нас. Исходя из этого, без специалистов найти причины и разработать эффективные меры для того, чтобы улучшить ситуацию, только в наших руках. А какие зеленые профессии экологические будут востребованы в будущем? Вот вы сказали про специалистов. Ну, сейчас модно, наверное, говорить насчет искусственного интеллекта, программирования, там, IT-технологии, робототехники и так далее. И этот сектор тоже как бы не исключение, потому что там тоже нужны экологи, специалисты, которые понимают работу экосистемы. Без понимания взаимодействия внутри экосистемы человек, специалист, тот же самый программист, не может запрограммировать определенные алгоритмы для того, чтобы данная программа либо данный продукт мог реагировать на те или иные показатели. Сейчас тенденция идет так. Если мы раньше изучали определенную информацию, да, показатели, это по воздуху, по воде, по почве и так далее, специалисты на бумаге, от руки, все через формулу высчитывали, что необходимо делать. И последние десятилетия ученые пришли к выводу, что, оказывается, вот эти 10-летние данные, 20-летние данные, этого недостаточно. Это надо все оцифровывать, брать минимум 50 лет данных. Соответственно, эти данные должны охватить весь спектр окружающей среды. Исходя из этого, программа, либо искусственный интеллект сможет проанализировать и дать сценарий моделирования, что пойдет в какую сторону. Поэтому именно в этом направлении, думаю, что с каждым годом становится модным вопрос именно использования экологических данных в программировании и так далее. И еще один фактор того, что нам нужно переходить, это вопрос инвестиций. Международные финансовые институты, которые уже давно внедрили себе программу, в планы, в стратегии, экологическую политику, просто так деньги не дают. Соответственно, наша законодательная база, наши возможности, наша структура, система сбора экологических данных должны соответствовать, чтобы мы привлекали инвестиции. Угу. Вот вы упомянули «Зеленый патруль», то, что ребята говорят, что я пойду учиться на эколога, буду сидеть в кабинете. Ну, вполне логично, потому что сейчас, учитывая современные профессии и в IT, в программировании, то есть ты не должен привязан быть к какому-то определенному офису, тебе не нужно кланяться начальнику каждый день, то есть ты сам себе хозяин. Но разве эколог – это кабинетная профессия? Вообще, чем занимается эколог? Вот давайте глубже возьмем, более с простыми словами. Вряд ли он сидит постоянно в кабинете и только заполняет бюрократические документы. Ну,
таких специалистов тоже нельзя исключать, понятно, потому что, да, есть специалисты, которые должны сидеть в кабинете, которые должны анализировать, готовить отчеты и так далее, но, как я уже сказал, эколог – это такая универсальная профессия, которая может быть совмещаться с другими профессиями, да, то же самое, даже вот вообще близко нету, врач, да, терапевт, он тоже должен понимать модели экологии, как это работает. Как вы прекрасно, наверное, знаете, в последнее время очень много стало людей, которые страдают от аллергии. Очень много стало. Куда ни посмотришь, там аллергия. Что происходит, почему, от воздуха, от воды и так далее, это не понимает. Соответственно, если есть такие специалисты, они должны тоже понимать, откуда это все ветер дует, как это получается, что у человека появляется аллергия. Причем аллергия появляется у новорожденных. Поэтому говорить, что эколог – это именно та профессия, когда ты всегда сидишь в кабинете, это абсолютно неверно. Эколог – очень интересная профессия. Вы можете совмещать с любым другим. Это больше полевая работа. К примеру, давайте возьмем строительство любого объекта. Так, для молодых людей, которые не знают термин слова «полевая», это не значит, что конкретно в поле работать. Поле имеется в виду за пределами кабинета. Да, то есть это когда ты не сидишь в кабинете в 4 стенах, а ездишь по всему миру, по всему региону. К примеру, ежегодно я объезжаю там более 10 тысяч километров по Таджикистану. Это очень интересно, это познавательно. Это всегда ты что-то для себя открываешь новое. Если затронуть сектор строительства, да, то тогда ты работаешь в объектах. То же самое Рагунская ГЭС, либо другие строительства, когда ты отвечаешь как специалист за правильную конструкцию, за энергоэффективность и так далее. То есть там очень много вопросов, которые касаются экологии. Потому что любая деятельность человека, она влияет на окружающую среду. Соответственно, как специалист ты должен просчитать на долгосрочной перспективе, сколько там зданий у нас стоит, 50 лет, 100 лет, да, к примеру. За 100 лет какое влияние будет производить. А если здание есть, соответственно, там есть люди. А где есть люди, там есть уже отходы. То есть вот это все надо просчитывать. Поэтому я думаю, что считать, что профессия экологии – это вот сидеть в кабинете, это немножко заблуждение. То есть те, кто не любит пиджаки и костюмы, они могут идти смело на эколога. Да. Тем более есть еще у нас понятие экологического туризма. Наверное, не ошибусь, что у нас население очень любит природу, постоянно ездит, но, конечно, там не совсем правильно себя ведут на природе, да, когда весь мусор там оставляют везде и так далее. Как раз вот завтра у нас планируется проведение акций в Шахристане. И предварительно, естественно, мы поехали, чтобы посмотреть место и так далее. Народу куча, все любят природу, все любят чистый воздух, все любят вот родниковую воду, но вот смотреть, чтобы это все сохранить за собой, вот, к сожалению, этого не соблюдают. Это уже больше вопрос культуры. Да. А если говорить про деньги, то можно ли в этой сфере хорошо зарабатывать? Сколько зарабатывает эколог в среднем по больнице? Сколько зарабатывать, зависит от каждого человека. И будет, наверное, неправильно думать, что если ты получил корочку, диплом, все, ты высоковостребованный специалист, которые руками, ногами тебя заберут. Важно понимать, если ты хочешь хорошо зарабатывать, хочешь ездить, путешествовать, быть востребованным, выступать в разных международных конференциях и так далее, ты должен работать над собой. А работу надо начинать не после того, как ты получил диплом, а параллельно. Соответственно, если ты хочешь заработать хорошие деньги, соответственно, ты уже должен вовлекаться, потому что одно дело теорию понимать и там наизусть изучить, другое дело на практике знать, как это работает. К примеру, те люди, которые в моей организации работают, они параллельно и учились, и работали. Соответственно, сейчас, к примеру, средняя зарплата сотрудника, который у меня работает, в районе 5000 самани. Если говорить более уже квалифицированных специалистах, то зарплата начинается от 15 тысяч самани, потому что они вовлечены в реализацию разных проектов, они вовлечены в серьезных там проектах и так далее. Соответственно, все зависит от человека самого. Ну, то есть, учитывая Таджикистан и наши зарплаты, это довольно-таки... Да. При этом вы
ездите по всему миру, потому что если вы специалист хороший, вас всегда приглашают на разные экологические мероприятия, а их очень много стало в последнее время, не только в Центральной Азии, но и Европа, Америка и так далее, и так далее. Ну, думаю, что это один из, так скажем, мотиваторов, наверное, может служить для молодежи, для того, чтобы в этом направлении тоже работать. А сейчас, в данный момент, есть ли запрос на экологов в Таджикистане? Запрос есть и будет расти. Если учитывать тот фактор, то, что тебе надо 4 года учиться, чтобы получить корочку, еще набраться опыта и так далее, да, то есть к тому времени запрос будет как минимум в 3 раза больше, чем сейчас. Соответственно, уже сейчас наблюдается нехватка специалистов не только в секторе государства, да, но и в секторе общественных организаций, международных организаций, бизнеса, банковской системы, плюс телекоммуникация. Везде нужны экологи. Запрос большой, специалистов нету. Даже если специалист есть, не обладает той информацией, теми знаниями и практикой, которые необходимы. Поэтому многие специалисты, которые, скажем, обладают местным знанием, они вынуждены выезжать за границей, чтобы отучиться. Это о чем говорит? О том, что нам уже пора также систему образования пересмотреть. То есть уже исходя из требования специалистов, надо уже смотреть на сторону новых специальностей экологов. К примеру, эколог-айтишник, эколог-программист, эколог-банкир и так далее, и так далее. А какой бизнес у нас в первую очередь в Таджикистане нуждается в экологах в данный момент? Агробизнес, да, производство сельскохозяйственных культур и сфера услуг. В этих сферах вот наблюдается очень большая нехватка специалистов. А каких услуг? Рестораны, к примеру, там тоже нужны экологи. Супермаркеты, то же самое. Там тоже нужны экологи. Так, давайте немножко раскроем. Да. Зачем ресторану, супермаркету эколог? Внедрение экологических принципов в любой сектор означает экономию. То есть это эффективное, рациональное использование ресурсов бизнесмена. То есть это вопрос энергоэффективности зданий, к примеру. Это вопрос выбросов, это вопрос штрафов, это вопрос экологичности продукта, это вопрос маркетинга и так далее. То есть вот это весь спектр, комплексный спектр может отвечать именно специалист-эколог, который понимает, как позиционировать этот бизнес. Исходя за счет экономии, получается, бизнес развивается, личные траты не делает. Ну вот вы говорите про современную зеленую экономику. Да, вот сейчас мы затронули, что в супермаркете для энергоэффективности нужен эколог, который высчитал все. Это ясно, понятно, но где получить качественное образование будущему экологу? Вот наверняка сейчас экологии, которые учат, это постулаты старой советской школы. И насколько они реальны сейчас? Все же развивается, все быстрее и быстрее. Где сейчас получить хорошее образование экологу? Ну, наверное, в последнее время мы уже отошли, да, к пониманию обучения. Когда ты понимаешь, что надо отучиться, значит, это поступить в вуз или в институт, там за партой сидеть 4 года с 8 до 3 часов. Лишь бы был диплом. Да. Мы немножко, человечество, в принципе, от этого уже уходит. Сейчас информация везде. Абсолютно. Через интернет, через разные ресурсы. Теперь больше человек не должен учиться, да, а больше должен обращать внимание на, как это знание использовать, то есть на практике, как это происходит. То есть не ради оценок, а ради понимания. Да, я сам учился на юриста, учился на филолога, но 20 лет работаю экологом. И ни разу ко мне не подходили, не спрашивали, а кто вы по специальности? У вас есть диплом или нет? Они знают, что этот человек 20 лет в этом направлении работает, обладает знаниями, практикой, опытом, и все, вперед. А откуда вообще появилось желание стать экологом? Это чисто случайность, наверное, когда я сам, получается, родом из района, да, когда я в город приехал учиться, случайным образом пришел в эту организацию. Она только открылась тогда, новая была, и там, естественно, вот эта тусовка организовалась, молодежная. Естественно, вот это все оттуда началось. Я 2 года был как волонтером там работал, учился, волонтером был. И вот, получается, в 2016 году стал директором данной организации. Мне кажется, сегодняшняя молодежь все-таки больше думает об экологии, чем мы в свое время. Появились экологические активисты. Вот мы с вами до подкаста обсуждали, что есть экологические активисты, которые, как Грета Тунберг,
кричат, есть экологи, которые работают. Ну, это, наверное, мировой тренд, можно назвать, когда вообще начали говорить про экологию везде абсолютно, и по телевизору, и в интернете, и так далее. Это модно. Но экопродукция. Вы на практике это замечаете, что кроме слов о том, что мы должны сохранить планету, что-то делается молодежи? Оба направления важны. Нам нужны рупоры. Это вот те люди, которые должны кричать, да, там грязно, что делать, мы все умрем, там, экологию надо защищать, деревья надо защищать. Такие люди тоже нужны. Они как, скажем, маячки сигнальные, да, которые не дают возможности немножко расслабиться и госструктурам, и экологическим организациям, и международным организациям, поддерживать, так скажем, популярность данной тематики. Но если больше говорить о серьезном, конечно, нам нужны специалисты, которые реально могли бы, изучая ситуацию, изучая данные, давать определенные конкретные рекомендации. К примеру, мы с 2013 года работаем над разработкой экологического кодекса. И 2023 год. Уже 10 лет никак мы не можем доработать данный кодекс экологический и принять его. А вот это вопрос открытый. Что делать? Как нам сделать так, чтобы мы более эффективно, более оперативно работали? Опять же, наверное, вопрос к тому, что где у нас есть специалисты, юристы, экологи есть в достаточном количестве, которые могли бы, работая в государственной системе, внести вклад для того, чтобы такие документы серьезные, очень нужные, разрабатывались вовремя и эффективно внедрялись, к примеру. А есть такие юристы? Вот в этом и проблема, что юристы есть, но их недостаточно, чтобы вовремя эффективно поставить такие работы. Давайте для наших слушателей, для юных слушателей, которые, а может для тех, кто хочет просто поменять свою профессию, кто устал сидеть в офисе, благо сейчас это возможно, мы сами только что это обсуждали, что с помощью интернета можно учиться чему угодно. Да. 5 причин, чтобы выбрать профессию эколога. Первая причина. Это ты. Вторая — все твои мечты. Первая причина, если хотите зарабатывать хорошие деньги, да, идите на эколога. Если хотите быть востребованным в будущем, да, не так, чтобы вы отучились, диплом получили и вынуждены выезжать из страны, потому что вы не трудоустроились, то тогда идите на эколога. В ближайшие 100-200 лет профессия эколога будет актуальна как минимум. Третье. Если хотите путешествовать по стране, по миру, идите на эколога. Если хотите, чтобы вы изменили мир или свой микрорайон, не знаю, город и так далее к лучшему, то идите на эколога. А если хотите оставить след после себя, в истории остаться, идите на эколога. Что лично я могу сделать для окружающей среды, не будучи экологом? Ну, наверное, каждый может это делать, не быть безразличным. Есть, наверное, такая генетическая у нас программа у каждого человека, когда мы можем реально определять, что правильно, что неправильно. Соответственно, давайте как человек просто в каждом нашем действии, поведении, жизни придерживаться сторону правильно по отношению к окружающей среде. То есть вы видите, проходите мимо, а там кран открыт. Закройте. Это будет правильно. Вы что-нибудь покушали, выпили воду, выбрасываете в урну. Соответственно, это правильно. То есть есть элементарные в человеческом понятии культура, есть поведение и так далее. Соответственно, я бы пожелал бы каждому из наших зрителей, да, из числа молодежи, всем, чтобы всегда поступали по совести по отношению к окружающей среде. А как вовлечь в это других людей? В воспитании ребенка участвовали там 7 махалей. Еще прадеды наши говорили, да, не только там наша улица участвовала, да, в воспитании одного ребенка, но и 7 махалей других районов. Поэтому, наверное, вот здесь самое главное, что мы немножко подзабыли, что каждый человек
может внести вклад для того, чтобы воспитать будущее поколение. Рассказывать, делиться, быть примером. И только так, наверное, мы еще больше сможем популяризировать вопросы экологии, zero waste и так далее. Спасибо большое, Экрамджан, за беседу и за хорошие инсайты. Спасибо.